Добрый вечер, это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня» в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Новая полоса открыта в аэропорту Якутска. После реконструкции взлетно-посадочной полосы начат прием самолетов. Борьба с лесными пожарами. Айсен Николаев и первый замглавы МЧС России проверили ход тушения лесных пожаров в Намском и Усть-Алданском районах. Проблемное жилье. Горожане обращают внимание на плохие условия проживания в одном из домов по Бестужево-Марлинского в столице. Нацпроект образования. Якутский медколледж готов к открытию новых мастерских. Будни врача. В рамках рубрики расскажем о текущей работе пульмонологического отделения Якутской республиканской клинической больницы. Открытая после реконструкции взлетно-посадочная полоса Якутска в аэропорту уже принимает воздушные суда. Первым бортом, который приземлился на обновленной полосе, стал самолет-амфибия БЕ-200. Прилет еще двух таких самолетов ожидается. Сегодня все многофункциональные самолеты, в том числе и Ил-76, будут базироваться теперь на базе столичного аэропорта. Рабочая длина обновленной полосы составляет 3 километра 250 метров. На ней также установили современное светосигнальное оборудование. Как отметили в Минтрансе Якутии, ввод полосы позволит уже в ближайшее время вернуться к ранее существовавшим маршрутам регулярных рейсов по всем направлениям. На данный момент в республике действуют 157 лесных пожаров на общей площади в 4,5 миллионов гектар. Силами и средствами 4000 человек и 681 единицы техники локализовано 12 пожаров. Помимо этого еще тушатся 52 лесных пожара. Об этом сегодня в ходе вечернего брифинга сообщил первый зампред правительства Дмитрий Садовников. Сегодня в авиапатрулировании по Центральной, Заречной и Вилюйской группе районов задействованы 4 воздушных судна. Помимо этого, самолет-зондировщик проводит работы по искусственному вызову осадков в западных и центральных районах. В пределах 5 километров действует 7 пожаров, которые угрожают населенным пунктам. Это в Намском районе поселок Фрунзе, также Эргелях, в Верхневилюйском Каракый, Тампонском ударник и Охотский перевоз, в Чорапчинском районе Мельдяхсы и Усть-Алданском Бере. Глава Якутии Айсен Николаев и первый замглавы МЧС России Александр Чуприян проверили расстановку сил и средств в ход тушения лесных пожаров в 2 районах – в Намском и Усть-Алданском. Они на вертолете Ми-26 для нужд огнеборцев доставили дизельные электростанции, палаточный городок, мотопомпы. Также оценили текущую обстановку и принимаемые меры по локализации лесных пожаров во Фрунзенском и Наихинском наслегах, в Намском и Усть-Алданском улусах. Пообщались также с местными жителями, задействованными в прокладке мин-полос для защиты населенных пунктов. Хочу особо отметить Усть-Алданский улус. Здесь работа была с самого начала организована очень правильно, несмотря на то, что здесь в Улусе практически 2 месяца у нас дождей не было. И сейчас дожди прошли очень незначительные. Здесь вот как раз правильная организация работы, мобилизация населения, мобилизация бизнеса, всех предприятий Улуса позволила ситуацию удержать под контролем. И ни один случай перехода огня на населенные пункты здесь не был зафиксирован, хотя ситуация была крайне сложная по некоторым населенным пунктам. Ну и вот мы сейчас видим, что хотя вроде бы огонь отошел от населенного пункта, но сейчас население уже на субботниках работает по расширению противопожарной полосы вокруг населенного пункта. Вот буквально несколько дней назад, когда сюда приезжал Юрий Петрович Трутнев, полпред президента на Дальнем Востоке, министр по чрезвычайным ситуациям страны Зиничев и руководитель Рослесхоза советников, мы как раз говорили о том, что в селах, которые стоят в лесной местности, обязательно нужно такие полосы расширять и делать их не 10 метров, как сейчас предлагаю, ну, по закону надо, да, а до 100 метров. И вот как раз здесь, в Усть-Алданском районе, эта работа уже началась, очень активно идет, я их поддерживаю. Айсен Николаев также добавил, что именно такие меры позволят в будущем надежно защитить населенные пункты от лесных пожаров. Цитата: «Уверен, что расчищенные территории не будут оставаться просто так.
Здесь можно сделать общественное пространство, начиная от дорожек для прогулок населения, заканчивая спортивными и футбольными площадками. Мы это будем поддерживать, и очень хороший пример Усть-Алданского района будет поддерживаться и в других наших районах, отметил глава республики Айсан Николаев. Жара, которая стояла, она по-прежнему держится, осадков минимум. Прошли вот эти незначительные в течение 2 осадков не по всей территории, опять же, и по разной интенсивностью. Зондировщик работает, по-прежнему помогаем, чтобы осадков было побольше. Работа ведется. Пожары все дотушиваются, работы ведутся. Зондировщик вызывает только дополнительный объем осадков, который имеет вот эту облачность. Мы, воздействуя серебром, вызываем дополнительный объем, который как минимум помогает нам снизить классы пожарной опасности. Продолжаются работы по восстановлению села Бяскёль горного района, пострадавшего от пожара. Вывезено более 9,5 тысяч кубометров мусора, завозится песок для вертикальной планировки. Также идет работа с местными жителями по согласованию проектов, оформлению документации, договорная работа, связанная со строительством как индивидуальных жилых домов, так и многоквартирных. Мобилизация, сообщается, стопроцентная. Обеспечение продуктами питания, водой, медикаментами добровольцев и местного населения идет в полном объеме. Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. По имеющимся данным, погибли все 3 человека, которые находились на борту. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка. Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего тот накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал. По имеющимся данным, воздушное судно полностью сгорело, на борту находились 3 человека. Командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Минтранс Якутии взял под личный контроль возвращение якутян из Новосибирска. Напомним, 3-е сутки из аэропорта Толмачева не могут вылететь рейсы авиакомпании S7. По словам представителей контакт-центра авиаперевозчика, рейсы были отменены из-за непогоды в аэропорту прилета. В залах ожидания Новосибирского аэропорта находится сейчас порядка 400 якутян. При этом перевозчик отказывает в предоставлении гостиниц. Мы провели переговоры сейчас в связи с многочисленными обращениями, в том числе к главе республики. Мы провели переговоры с руководством S7 и ожидаем в самое ближайшее время решения, что завтра утром дополнительно будут поставлены 2 Airbus 320, которые, в принципе, покроет, возьмет на борт практически всех пассажиров, которые задержались там сегодня. К другим темам. Жильцы аварийного дома по улице Бестужева-Марлинского в Якутске уже не первый год страдают от плохих жилищных условий. Последней каплей для граждан в этой многолетней истории стал недавно рухнувший пол в кухонном помещении в одном из квартир. В ситуации разбиралась наш корреспондент Надежда Саханская. В квартирах вот такое же тоже состояние. Вот, видите, проваливается, вот видите, все, вот пол пошел туда совсем. Кривые стены, бугристые полы и отслаивающаяся везде штукатурка. Типичная ветхая деревяшка. Только вот люди живут там не первый десяток лет, и назвать этот дом временным жильем уже не получается. По швам вот идет все. Недавней проблемой жильцов стали рухнувшие полы в кухонном помещении. Теперь часть граждан осталась без воды и места для готовки. К жалобам и претензиям жильцов управляющая компания остается глуха. Прорвало отопление или что-то там случилось по отоплению. Сантехники приезжают без контрагаек, без пробок. Не говорят, что мы сами радиаторы там покупаем. Дом признан аварийным в 2017 году. В план по расселению он попадает на 2025 год. Однако даже сейчас находиться там небезопасно. За многие годы с момента постройки фундаменты и нижние бревна сгнили, а сам дом потерял свою привычную геометрическую форму. Полы деформировались, потолки настигла та же участь. Эти квартиры, они вот все закрыты, люди уехали, уже просто живут там где-то, потому что там полностью рухнули полы, проживать невозможно люди.
На второй этаж подниматься еще страшнее, чем находиться на первом. Страшно провалиться и покалечить тех, кто живет внизу. Но это только летняя картина. Зимой стены в подъезде дома покрывает снег, а остатки полов и вовсе становятся ледяными. Сейчас боюсь, что сейчас начнутся холода и что будет дальше. Вот у нас зимой я включаю, вы не поверите, в комнате 3 обогревателя. Потому что ужасно холодно. Я хожу вот в теплом халате, еще одеваю спортивный костюм. Потому что это невозможно. Крысы – ночные соседи жильцов аварийного дома. Оголенные провода также подвергают квартирантов опасности. Управляющая компания «Юнион», которая обслуживает это жилое помещение, заявки жильцов оставляет без внимания. За всю жизнь, сколько мы здесь живем, здесь ни разу не было капремонта. Куда девались деньги, которые мы оплачивали капремонт? Однако, спустя пару дней после того, как эта болезненная тема начала набирать обороты, в управлении промышленного округа вопрос аварийного дома поставили на контроль. Управой проведена работа по составлению акта для предоставления этого дома на рассмотрение на комиссии КЧС. Сейчас мы ждем даты проведения комиссии КЧС, но дополнительно я сообщил Кардашевскому Егору, заму по ЖКХ главы города. И мы же службу эксплуатации городского хозяйства будем проводить там срочный ремонт. Ждать до 2025 года, пока план по расселению начнет воплощаться в реальность, у жителей не хватит терпения. Да и, честно говоря, глядя на состояние дома, появляется сомнение, протянет ли эта постройка еще год. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. По данным Оперштаба республики, в Якутии за минувшие сутки выявлен 141 новый случай коронавирусной инфекции, из них 79 в Якутске. Что касается районов, то в Мегино-Кангаласском и Нерынгринском районах по 7 случаев, в Алданском, Вилюйском, Мирнинском районах по 6, по 5 случаев в Амгинском и Намском районах, 4 в Сунтарском, по 3 заболевших в Кобяйском и Усть-Алданском улусах. В остальных районах по 1, по 2 случая заражения. Ежедневно через приемный покой пульмонологического отделения Якутской республиканской клинической больницы проходит порядка 20 пациентов. Туда поступают по направлениям поликлиники, скорой помощи и других стационаров. В само пульмонологическое отделение ложатся пациенты с тяжелой формой заболевания. Работа в отделении таким образом не прекращается ни на минуту. Репортаж Валерии Наумовой. Рабочий день сотрудников приемного отделения начинается с надевания защитного костюма. Сперва одноразовая медицинская шапочка, плотный респиратор, защитные очки, бахилы и в конце костюм. Также, согласно правилам, медики носят по 2 пары перчаток. Помимо всего, нужно заклеить все стыки. Это кисти, лодыжки и зазоры между респиратором и очками. Далее начинается работа в красной зоне приемного покоя пульмонологического отделения. Основные потоки больных, которые поступают в нашу больницу, они проходят через этот приемный покой. Они поступают по направлению скорой помощи, по направлению поликлиники и других стационаров. То есть, в принципе, наша больница работает с тяжелыми, вот эти 2 корпуса работают с тяжелыми больными. Больные с более легкой степенью тяжести, они лежат в других стационарах. Поэтому здесь, в этом отделении, в приемно-диагностическом, происходит основное распределение, так называемая сортировка больных по степени тяжести и по направлению их в отделение. В последнее время участились случаи заболевания COVID-19. В основном сейчас врачи наблюдают заражение внутри семьи. Также коронавирусная инфекция начинает мутировать и появляются новые штаммы. У нас, например, выявление какого-то штамма, понятие, что этот штамм индийский или это штамм бразильский, не имеет никакого большой роли, да, потому что, в принципе, мы их всех лечим одинаково. Они лечатся одними и теми же препаратами, но единственное, конечно, тяжесть таких больных, она бывает разная. В последнее время идет очень много тяжелых больных. То есть они очень быстро прогрессируют и уходят в так называемый острый респираторный дистресс-синдром, когда требует более такой интенсивной терапии. У кого-то болезнь протекает легко, а кто-то, к сожалению, попадает в цепкие лапы вируса и борется за жизнь. В любом случае, врачи на совесть делают свое дело, не оставляя ни одного пациента без должного внимания и ухода. У пациентов пульмонологического отделения есть свои советы, как избежать этой болезни. Только вакцинация.
спасет мир, доброта. И вот эти люди. Зайдет такой белый чертик и думаешь, видел, не видел, видел, не видел. Ведь не узнаешь за всеми этими масками. Но отношение очень хорошее. То, что помогает, тоже довольно-таки. Вот так вот в таком костюме проводят всю свою рабочую смену врачи ковидного стационара. Рабочая смена длится от 8 до 16 часов. И сказать, что в данном костюме находиться тяжело, это ничего не сказать. Снять костюм – это тоже целая техника. У всего есть своя очередность и отдельные баки для дезинфекции. После нужно принять душ, и уже можно переодеваться в свою одежду, в которой пришел. Рабочий день закончился, но завтра опять нужно вступать в бой с болезнью и спасать людей. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Якутский медицинский колледж готов к открытию новых мастерских. Ремонтные и монтажные работы завершены. Денежные средства для подготовки помещений и закупки специального оборудования учебное заведение получило в рамках работы национального проекта «Образование». Рассказывает Власий Сергеев. В предстоящем учебном году в Якутском медицинском колледже свою работу начнут новые мастерские по 4 востребованным направлениям. Медицинский социальный уход, лабораторный анализ, лечебная деятельность и ортопедическая стоматология. Сегодня современный мир, он в системе образования устроен таким образом, что от человека требуются реальные прикладные навыки, компетенции. И в этом смысле, благодаря таким мастерским, наша система среднего профессионального образования становится более востребованным среди молодежи. На закупку оборудования, отвечающего стандартам Международной ассоциации WorldSkills, было потрачено более 14 миллионов рублей. Так, в мастерскую по направлению медицинский социальный уход были приобретены манекены новорожденных детей, позволяющие в режиме настоящего времени проводить анализ своих действий. Эти манекены имеют возможность компьютерного, обратного, автоматизированного ответа. Например, проведя искусственную вентиляцию легких или непрямой массаж сердца, наш ноутбук уже отражает его результат. В данный момент в мастерских подготовку к всероссийскому финалу чемпионата WorldSkills ведут сразу 3 студента медколледжа. Надежда Кычкина 2-й год кряду вышла в решающий этап чемпионата в компетенции лабораторный медицинский анализ. В основном подготовка у меня происходит в самом колледже, так как все оборудование доступное, которое будет на самом финале, у нас здесь присутствует. Надеюсь на победу, конечно же, чтобы принести республике почет, моему колледжу почет принести. По плану торжественная церемония открытия всех 4 новых мастерских состоится 23 числа текущего месяца, в день проведения августовского совещания Министерства образования и науки. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Якутск. Волонтерская работа в будущем может быть включена в трудовой стаж. Данный вопрос обсуждают для внесения на рассмотрение на федеральный уровень. Сегодня эту инициативу рассмотрели на экспертном совещании штаба общественной поддержки. По словам участников, на сегодня этот вопрос все еще остается актуальным. Ранее такую инициативу поднимали на федеральном уровне. Это было в 2011 году, но предложение никто не поддержал тогда, и вопрос остался открытым. И в последние годы он стал еще более актуальным, так как на территории страны сегодня с каждым годом растет волонтерское движение как среди молодежи, так и среди взрослого населения. Народное предложение поддерживают в правительстве региона. Это в первую очередь дает поддержку волонтерскому движению. Не все люди трудоустроены. Молодежь, которая ищет работу, но занимается волонтерской деятельностью, было бы, наверное, правильно, если человек все-таки отдает часть своей жизни волонтерству, чтобы у него шел параллельно стаж в этом направлении, да, трудовой стаж, пока он ищет работу. И мы сталкивались с серебряными волонтерами, у которых, к сожалению, уже нет того здоровья для того, чтобы трудиться, но они настолько с чистым сердцем помогают, продолжают людям помогать и занимаются волонтерством. Но стажа они не успели наработать трудового. Вот для них это тоже очень актуальный вопрос, поэтому действительно мы ставим его на повестку ввиду его актуальности. Более 450 гектаров земли из Федерального лесного фонда сегодня переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения на территории города Якутска. Как отметили в мэрии, эти земли будут распределены между многодетными семьями, которые сегодня состоят на очереди. Все подробности у Дмитрия Тымырова.
Вопрос с земельными участками, который на протяжении многих лет волновал многодетных семей Якутска, наконец-то сдвинулась с места. Сегодня в мэрии Якутска состоялась торжественная церемония подписания документа о том, что земли из Федерального лесного фонда переданы в муниципалитет. Сегодня был рассмотрен вопрос по передаче 2 земельных участков. Это по Вилюйскому тракту и по Намцирскому тракту. Общее количество земельных участков 2212. Значит, их в ближайшее время будут проведены работы по проекту межевания территорий, по подготовке, значит, работ по обустройству инженерной инфраструктуры и подъездных дорог. Это стало возможным благодаря упорной, плодотворной и систематической работе парламентариев Якутии с федеральным центром. Сегодня хочу благодарить непосредственно Вадима Владимировича Яковенко, который является руководителем имущества России, непосредственно его участие и оперативно принятие решений по передаче. Как отметили в мэрии, начиная с 2011 года в очереди на получение земельных участков состояли на учете 10 436 гражданина, имеющих 3 и более детей. Из них 3516 реализовали свое право на получение земельных участков. Сегодня на встрече с руководством города и с депутатом Государственной Думы России многодетные семьи, которые сегодня проживают на этих участках, поблагодарили их за эту проделанную работу. Я рада, что у меня скоро появятся соседи, будет их много. И не только 5 жилых домов, которые у нас есть, да, и 4 из них многодетных семей. Я рада, что вы решаете эти проблемы. В первую очередь, вы слышите проблемы многодетных, вы их слышите, вы их решаете. На первом этапе из 2 больших территорий по Вилюйскому и Намцирскому тракту земельные участки получат свыше 3000 многодетных семей, а после передачи еще одной большой территории появится еще более 1000. Между тем, как сообщила депутат Государственной Думы России Галина Данчикова, сейчас на этом работа не заканчивается. Якутия просит федеральный центр, чтобы в данный проект включили новую подпрограмму, чтобы поддержать муниципалитеты для освоения этих земель. И мы сейчас в народную программу сформировали предложение о том, чтобы на федеральном уровне, возможно, была программа, которая бы оказала некую помощь для муниципалитетов в обустройстве земельных участков. Эти предложения сформированы, они направлены еще были в июле месяце для того, чтобы такая программа была. На самом деле важное событие. Новые микрорайоны для многодетных семей начнут появляться уже со следующего года. Ну а работа, по словам региональных властей, на этом не заканчивается. Ведь поддержка многодетных семей – это приоритет для руководства страны. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. В Якутске прошла пресс-конференция, посвященная результатам экспедиции на остров Котельный. В 2019 году на севере острова ученым удалось обнаружить останки мамонта со следами разделки. Скелет располагался на месте стоянки Таба-Юрях в отложениях, соответствующих финалу Каргинской эпохи, и датируется возрастом в 26 тысяч лет. В этом же году ученые Академии наук Республики и Института археологии и этнографии СОРАН провели детальное исследование древней стоянки. Экспедиция прошла с 19 июля по 3 августа. При этом, как подчеркнули ее участники, в краткие сроки им удалось исследовать все запланированные точки. Это река Таба-Юрях, река Кожевина и Шмидта. Экспедиция прошла, можно сказать, успешно. И по итогам этого года еще мы запланировали на следующий год, где и как будем работать дальше. Ранее такие исследования наша Академия проводила. Вот. Но мы это просто сейчас, как сказать, продолжаем эту работу. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал Якутия-24. Всегда будьте в курсе.